Вся суть нашей поездки заключается в заброске экспедиционной группы «Разбушлат» к истоку реки Юдома. С нее они и планируют начать свой маршрут в 2000 километров на лодках обратно в Якутск. Разбушлатовцы, как они себя не без гордости называют, специализируются на организации и проведении туристических маршрутов по территории России. С их слов они состоялись как профессионалы в сплавах по горным рекам, в трофи-рейдах и в горном туризме. Группа из 5 энтузиастов в этом году решила пройти по 4 рекам Якутии: Юдома, Майя, Алдан и Лена. Хотя Юдому, строго говоря, нельзя назвать рекой Якутии. Ее исток находится за пределами нашей республики. Из Якутска в Хабаровский край мы и направляемся. До точки возврата нам предстоит пройти очень непростой путь – 850 километров. На 700-м находится один из самых крупных в республике Саха-Якутия золотоносных рудников Нежданинский. Он-то и является своеобразной границей, не только потому, что вас встретит военизированная охрана. За поселком золотодобытчиков находится другая, горная страна. Первозданная, дикая, необузданная, которая, к счастью, еще не покорилась главному хищнику на земле. Дальше на сотни километров, если повезет, можно встретить лишь оленеводов. Теперь наш путь будет проходить по поймам рек, речушек, ручьев, горным перевалам и таежным болотистым участкам. Назвать наш дальнейший маршрут бездорожьем? Нет, это больше, чем бездорожье. Когда наши девочки едут в какой-нибудь Таиланд, или еще куда-нибудь им там показывают, ой, как там здорово. Ну, конечно, когда нифига здесь не видели, кроме дивана и телевизора, конечно, там здорово. Так вот, такая красота в Якутии. Конечно, добраться до этой красоты не каждому дано. Очень дорого. Сколько у нас получилось? Сегодня 4-й день заканчивается, и мы еще никак не дойдем до того места, откуда будут стартовать наши экспедиции. Вот, нашел. Сейчас я водителя позову. Это мы сейчас, как это называется, ручей, место, где вот мы сейчас? Здесь как называется это? Я по карте не смотрел. Гео... А, на устье, что ли? Да, километров 15. Да. Это устье, это Халыя? Да. Очень хотелось увидеть оленей вблизи и снять их на камеру.
Но меня огорчили, сказав, что стадо уже почти все лето пасется далеко от стойбища, в горах. За кружкой чая оленеводы рассказали и показали на карте, где можно свернуть с очередной реки и сократить маршрут. Мы действительно его сократили, но потратили 6 часов на вываживание из болота нашего трудяги Урала. Тогда мы себе не могли даже и представить, насколько крепко ему и нам достанется в дальнейшем. Очередную ночь, удачно для меня и Романа, моего сына, мы провели на берегу живописного горного озера Балык-Кюэль. В переводе на русский «рыбное озеро». Для нас двоих, заядлых рыболовов, такое название – это уже сигнал к действию. Поэтому, уж простите, Стапель, да и сама Юдома не будут отсняты. Уж больно велик соблазн поймать гольца, рыбу, о которой я только читал и очень давно мечтал. А Урал вернется завтра. Благородная рыба семейства лососевых не желала ловиться на спиннинг. Какие бы разнообразные блесны мы ей не предлагали, она их игнорировала. Но приехать аж в Хабаровский край и не подержать в руках знаменитого арктического гольца мы не могли. Сразу оговорюсь, в озере обитает только непроходная форма арктического гольца. Законодательством разрешен к вылову. Не путать с проходным его более крупным сородичем. Проходной значит мигрирующий из моря в реки. Он-то и занесен в Красную книгу Российской Федерации. Горный амфитеатр, окружающий это прекрасное озеро, зачаровывал. Да и кого оставить равнодушным это суровое северное великолепие хребта Сунтар-Хаята. Кстати, самые высокие горы Якутии находятся именно здесь, на стыке Тампонского района и Хабаровского края.
Экспедиционная группа без происшествий была доставлена до Юдомы и пошла на сплав. Задача выполнена, но это лишь половина нашего пути. До Якутска 800 километров, и впереди нас ждет самый опасный участок по реке Тыры. Это довольно большая горная река, и ее длина 327 километров. Подобных притоков у нее, как этот, больше 50, и уровень воды в этой небольшой речушке вырос в разы. Моросящий дождик на протяжении 3 суток сделал свое дело. Остается лишь догадываться о том, что ждет нас впереди. Но, признаться, даже думать не хочется об этом. Только к вечеру на 9-е сутки нашего путешествия мы достигли устья Сатыньи. Тут мы и простимся с нашим проводником Анатолием. Погадаев Анатолий Иванович. Иванович. Наш проводник. На Тыры в устье Сантаньи стоит. Домик вот его. Да, Междуречье. Он проводил нас на Юдому. Мы сейчас заехали к нему в гости, переночевали у него. И выдвигаемся дальше домой. 50 километров. Да, 50 километров. Тонет там. Человек отличный. Ну, сегодня выпил маленько. Ну, бывает. С кем не бывает. Ладно. Замечательное, красивое место. Здесь, в Тамбонском районе, недалеко, ну относительно недалеко от поселка Нежданинский. Вот такие красивые места. И живет здесь замечательный человек Анатолий, который помог нам в трудную минуту, проводил нас до места назначения, потом вернул обратно. И вот тут его жилье, которое Игорь наш все благополучно заснял. Провели мы тут ночь, переночевали, и сейчас дальше в путь уже возвращаемся домой. «50 километров пути по долине Тыры от зимовья Анатолия до поселка Золотодобытчиков можно проехать за день. Но не с таким уровнем воды, хотя мы и рискнули. Но наш риск был оправдан и, более того, необходим. 8 километров опаснейших бродов закончились нырком Урала по лобовое стекло. К счастью, наш верный дизель не заглох. Хоть и с трудом, но мы смогли выехать на ближайший островок. Вчера, как только зашли в Тыры, вышли на Тыры, увидели, что вода мутная идет, много воды, поняли, что далеко не уйдем. Прошли где-то примерно 8-8,5, может быть, километров, и дальше стало ясно, что никуда мы дальше не сможем уйти. Слишком опасно, вода высокая, вот рядом еще впадает Хампей, Сантынье. Вот. Понятно было, что либо нас снесет, либо нам придется здесь ночевать. Заночевали. Вторые сутки уже пошли, как мы здесь находимся. И вот сейчас очень хотелось бы верить в то, что вода стала потихонечку спадать. Правда, облачно еще. И облака такие, что может еще и дождь начаться, и тогда не знаю насколько. Еда заканчивается. Мало осталось. Вот, так сказать, чтобы какая-то провизия была, решили подкоптить
рыбку. Хоть какое-то будет разнообразие в питании. Будем ждать. На третьи сутки ожидания спада уровня воды Тыры стала прозрачной и поубавила свой бешеный нрав. Вода хоть и заметно упала, но все еще слишком высока. Ждать еще, а это было единственно правильным выходом из нашего положения, мы не могли. Каждые несколько часов пассивного ожидания отдаляли одного из нашей четверки не только от встречи с родными. Жизненно необходимый запас продуктов и инсулина к тому времени был почти закончен. Как мы ни старались найти брод помельче, горная река распорядилась нами по-своему, нещадно и жестоко. Гидроудар заглушил двигатель, а бурное течение легко развернуло большегрузный грузовик на 180 градусов. Уралу досталось по полной. Теперь и наш черед. Сапогах без сапог как лучше. Без. Ну вот и последние, самые интересные кадры. Черт бы я побрал эту Тыры. К сожалению, камера чуть не утонула вместе со мной в первый же день нашего вынужденного похода. Только на третьи сутки, чуть просохнув, она стала снимать. К общему удивлению, вот что оказалось в кадре. Невероятно непонятно, каким образом тут оказался вертолет. Ведь очень густая и низкая облачность закрывала всю долину реки. К тому же он за нами. Вы не представляете, как же вовремя. Конец фильма, Гриффит! Как оказалось, тревогу забили, конечно же, родные. Ведь прошло уже 2 недели, и уже давно мы не выходили на связь по спутниковому телефону. Запас инсулина, по несложным подсчетам супруги нашего друга, должен уже закончиться. К счастью, теперь все позади. Нам остается лишь наблюдать в иллюминаторы за полноводной Тыры и радоваться тому, что уже сегодня будем дома. Но было лишь смешанное чувство усталости и тревоги. Ведь еще какие-то мгновения назад мы были там, на склоне горы. А вот теперь действительно конец фильма. Те крайние 3 дня, думаю, запомнятся на всю жизнь. Один день без успешных бродов, когда смерть от утопления была очень близка, уж точно не забудут все. Следующие 2 дня карабкания по склонам гор, ночевки у костра под непрестанным дождем, тоже были в кавычках очень интересны. Банальной фразой «друзья познаются в беде» не выразить истинных чувств. Я благодарен судьбе за то, что заново познакомился с моими теперь друзьями, и за то, что для меня, любящего отца, сын стал другом.